Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто скоро начнет действовать в твою сторону? Давайте посмотрим, кто этот отчаянный и смелый мужчина. Что будет делать, как будет вас добиваться, либо, может быть, что-то другое, да, покорять. Загадайте просто на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, сразу два мужчины. Сразу два. Один на коне, как птица, а второй настоящий индюк. Вот он, толстый, противный, крикливый индюк. Два мужчины. А самое интересное, что вы ни от кого из них действий не ждете. Вы сейчас сосредоточены на себе, на каких-то своих целях. Кто-то из девочек настроен на свое здоровье, да, изменить текущую ситуацию, подлечиться, восстановиться, отдохнуть. У кого-то цели — это работа, бизнес, расширение, какие-то новые должности, переход на другую работу, либо заняться своим делом. А у кого-то, да, на первом месте дети, семья и дети, но не как проявление от мужиков. Ну, идут товарищи работать, да, идут действовать, идут вас добиваться, идут покорять. Давайте начнем, наверное, с этого индюка, потому что он ближе к вам. К этому индюку вы спиной повернулись, не слышать, не видеть не хотите. Как-то вообще, знаете, вот прям какая-то такая у вас, как сказать, сидите вот так вот, как-то руки закрыли, так, чтобы и уши, и глаза закрыть. Я даже не могу повторить, у меня так не получается. Хотя нет, вот, попробовала, получается. То есть не слышать, не видеть его не хочу, этого индюка. Видно, обидел вас очень сильно этот человек, либо вы уже окончательно и бесповоротно в нем разочаровались. Вот. А индюк, конечно, сам себе на уме. Он очень, как нехороший человек, да, редиска. У него плохой характер, вздорный, буйный, агрессивный. И еще и любит самоутверждаться и доминировать предпочитает в отношениях. Вот сколько добра этому индюку не делай, а он все равно драться кидается, да? Такой весь напыжится и давай, значит, кидаться, драться, там, выяснять отношения. Мерзкий характер, отвратительный, ужасный. Вот. Но индюк, конечно, не дурак, все уже начал понимать, вы не идете, вы не возвращаете его назад, прощения не просите, а он ведь прям был уверен, что вы придете просить прощения. И он такой, ну, что-то жареным запахло в воздухе, да, что-то происходит. Неужели все? Неужели она окончательно во мне разочаровалась? Неужели она меня больше не простит? Неужели я ее потерял? Да как так? Я же такой вот царевич, королевич. Как она могла? Злая женщина. О, я тебя верну. Я тебя обязательно верну. Девочки, скажу так. Надменности у него не поубавилось, но страхи увеличились. Действительно испугался, что это все, конец. И этот индюк действительно задумал нечто грандиозное. Тут он букет задумал, тут он звезду с неба задумал. И еще он задумал, как бы это правильно сказать, больным прикинуться. Симулировать какое-то болезненное состояние. Но он знает, что вы женщина добрая, что вы там пожалеете, что на калеченного, больного руку не поднимете. Да? Он знает, что у вас доброе сердце. Он, кстати, вас хорошо изучил. Вот. Будет действовать всесторонне. Скорее всего, изначально объявит о своей болезни. Ну, чтобы вы пожалели. Если это не сработает, начнет букет вам тащить, да, там типа цветы, помиримся, шампанское, конфеты, ну как полагается.
Если и это не сработает, то будет вам звезду с неба срывать. Но это какое-то ваше желание, какую-то вашу мечту исполнять. Либо сделает вам какой-то дорогой подарок. То есть он, будучи вот таким вот нехорошим человеком, но не глупым человеком, подчеркиваю, понимает, что все, связь обрывается и осталась одна маленькая волосиночка, да, даже меньше, чем волосиночка, связь, да, и что нужно любой ценой вас удержать, потому что такой другой идеальной женщины он уже не найдет. Он и даром никому не нужен. Он тоже это про себя знает. То, что он вам там говорил, что я там пальцами щелкну, девки в ряд выстроятся, это он лукавил. И он сам понимал, что он лукавил. То, что он вам говорил, что он там не любит, устал и прочее, прочее, это тоже он лукавил. Вот все, что он говорил, просто переворачивайте наоборот. Вот как-то так мне идет. Ну, давайте еще этого индюка рассмотрим. Хотя, в принципе, не знаю, что там смотреть. Индюк, он и в Африке индюк, да. Птица диетическая, но не благородная, да. В принципе. Мне не нравится его характер. Я таких мужиков терпеть не могу. Вот. Ну, вижу, что вы тоже, да, отвернулись, прям не видите, не знать не хотите. Но вот эта его идея с болезнью, она может все-таки вас задеть, потому что человек, вы как ни крути, добрый, милосердный и очень отзывчивый. Вот, может быть, на это и клюнете. Так, что тут про этого индюка вам нужно знать? Он очень боится, что вас кто-то уведет. Он очень боится, что вы с кем-то познакомитесь. И что птичка улетит. И останется он с тыквой, да? Говорит, последний шанс. Я должен в лепешку разбиться. Я должен ее прям охомутать по рукам, по ногам, к себе связать, привязать. И что птичка не улетела. Какую-то он вам клетку задумал. Не обязательно клетка в прямом смысле слова. Может, это какая-то эмоциональная клетка, да. Я говорю, будет прикидываться больным, а вы будете вокруг него порхать, лечить его, спасать, как всегда, да, помогать ему. Ах, паразит. Будет прикидываться ребенком, что я такой несчастный, я такой беспомощный, я такой наивный, безвинный, да. Вот как-то так будет вам втирать. Карты неплохие вышли, но с учетом, на кого мы смотрим, что-то мне это не нравится. Давайте спросим, исправится ли он. Есть ли вообще шанс, что он станет немножечко лучше, чем есть сейчас. Да? Вот. Есть ли какой-нибудь посыл к тому, чтобы он исправился, чтобы он этого действительно захотел и смог это воплотить. Ну, мало ли, там, знаете, бывают чудеса на свете. Редко, конечно, но бывают. Давайте так зададим вопрос. Смотрите, мешало, а все равно выходит. Ну, рожденный ползать, летать не будет. Это сразу вам такой ответ. Тут либо надо принять его таким, как он есть, да, и терпеть, свыкнуться. Либо, девочки, все-таки лететь, куда глаза глядят, подальше от него. Потому что если вы в кабалу к нему попадете, все, будете как это, бессмертный пони, таскать его на себе. Оно вам надо, вы молодая, красивая, вам жить, любить, наслаждаться жизнью. Надо, чтобы вас на руках носили, холили и лелеяли, а не чтобы вы с каким-то мужиком до конца своих дней нянчились. Ну нет, не исправится. Таким он и будет, таким он и помрет, извините за слово, но как бы по-другому я не вижу. Но будет пытаться. И, кстати, будет очень назойливым. И даже, вот видите, каких-то людей, 2 человека, он их будет подключать, как это, группа поддержки. Будет этих людей, может быть, к вам подсылать, может там этот резонанс устраивать, да, общественное мнение поднимать по поводу того, что вы такая вот прям бессердечная, отвернулись от этого индюка. Ну, тут еще будет, да, он вас так просто не оставит, к сожалению, еще долго будет забывать дорогу к вашему порогу. И, кстати, ваша позиция, что вы так вот отвернулись, закрылись, это очень правильная позиция. Если вам удастся удержать эту позицию до конца, все-таки этот мужик отстанет. Он, конечно, вас никогда не забудет, никого другого он себе не найдет, подобного вам, да и в принципе никого не найдет. И так и будет, да, всю жизнь себе локти кусать.
Ну, какая-то тяжелая у него судьба. Он еще и сам не дурак, да, подбросить поленья в огонь. Прям как будто бы нравится ему вот это все, да, нравится. Перец вышел еще. Перец. Ну, может быть, характер, да, показывает так. А может быть, и у него судьба такая, да, всегда быть в страстях, да, в горячке какой-то биться. Как вас угораздило? Может, вы испытания с ним проходили, а может быть, пожалели по доброте душевной. Но это уже события прошлого. Главное, что вы сейчас в правильной позиции. Так, второй мужчина. Ну, тут прям птица и конь показан. Птица и конь. Скорее всего, мужчина птица высокого полета, а конь, скорее всего, как-то вот автомобиль или работа. Да? Может быть, у мужчины есть хороший автомобиль, да, красивый, там, может, какой-то дорогой, да. Может быть, у человека должность высокая, да, вот он на коне, да еще и птица, да, начальник, допустим, какой-то, либо суперспециалист, там все идут на поклон. Но вот какой-то необычный человек. Этого человека вы точно знаете, ну, по крайней мере, там, видели, да, там, возможно, имя знаете, может, и знакомы с ним, прям плотно знакомы. Но то, что этот человек будет проявляться, либо имеет намерение в вашу сторону, для вас это будет прям шоком. Для вас это будет большим таким откровением. И, возможно, вы даже и не сразу поймете, что происходит. А когда поймете, то и ахнете, скажете, да кто бы мог подумать, на меня позарился этот человек, да? Да он же такой крутой, да, у него же там все, наверное, есть, да, и жена, и любовница, и все, что хочешь, и гарем в придачу. А он, значит, ко мне, да, клинья подбивает. Ну, как-то вы не то чтобы рады, но вы в шоке, и для вас это прям такая дилемма, существенная дилемма. В принципе, ну, не то, чтобы вы рассматриваете, но вы и не видите повода, чтобы его не рассмотреть. Тут, ну, вот шок. Мне идет, что вы будете шокированы. Вот интересно, почему вы будете на самом деле шокированы? Что станет причиной вашего такого шока? То, что он никогда не давал повода, либо то, что он птица высокого полета, да, и вы были просто уверены, что у него там в личной жизни все идеально. Ну, давайте посмотрим, в чем причина вашего шока. В чем причина? В чем причина? Ну да, либо у вас не так много знаний про этого мужчину, ну, кто он, что он, как он живет, и вы только лишь со стороны можете судить. А со стороны вы видите блестящего, успешного, красивого, респектабельного мужчину. И вы просто уверены, что этот мужчина точно в отношениях, причем счастливых, что у него все там есть, случилось, сложилось. И уж тем более женщинами он точно другими не интересуется. А если интересуется, то у него там молодые любовницы, там красотки, да, модельной внешности, ну типа кто бы мог сомневаться, да, при его-то состоянии, при его-то должности, при его-то ресурсах, конечно, все есть. А тут он, значит, к вам, да, к вам, и причем с добром, с лаской, и с таким, знаете, очень романтичным вниманием. И да, вы в шок впадете, и долго будете из него выходить. Вы не будете понимать, как вам правильно реагировать на этого мужчину. Знаний, не хватает знаний, он слишком закрытый. Внешняя картинка, она блестящая. А что там у него внутри, что в жизни, мало кто знает. Он никогда не выставляет свою личную жизнь на показ. Он живет какой-то достаточно скрытной жизнью. Вроде он на виду, но а что там у него в личном происходит, никто до конца не знает. И вот тучи, да, это вот не знаю, я не понимаю, что ему нужно. Может, у него какой-то хитрый замысел, может, он вообще там торговец людьми, да, либо он маньяк настоящий, да, психопат. А может быть, этот мужчина от жиру бесится, да, а может, это какая-то шутка, может быть, он так развлекает. Там куча будет мыслей и очень много вопросов, но ни одного ответа. Поэтому, да, у вас будет шок. Почему-то вы никак не могли себе в голове представить, не сможете, вернее, представить, да, что такой мужчина именно к вам начнет подкатывать. Да? Вы скажете, ну явно что-то тут не то, явно что-то не так. Да, что-то здесь есть. И это вас будет прям мучить изнутри, да, выжигать. Давайте спросим карту.
А по какой причине вот такой вот красавчик, да, будет вас добиваться, начнет за вами ухаживать? Да? В чем причина? Может, вы правы, а может, наоборот, вы не правы, и мужчина вас по-настоящему полюбил, да, встретил, полюбил. И что, и красивые влюбляются, и успешные влюбляются, и богатые влюбляются. Ну, почему нет? Почему нет? Но карты прямо наперед показали, что вы, конечно, не поверите, но вы видите, вы для этого мужчины солнце и сердце. Ну кто вы? Как он к вам относится? Давайте проверим вашу интуицию. Я знаю, что есть девочки, которые карты читают лучше, чем я, кто приходит на мои гадания, но вот кто не читает карты. Вот что вы думаете, видя солнце и сердце? Какая причина? Почему он за вами будет ухаживать? Да? Можно не писать в комментариях, просто сами для себя ответьте на этот вопрос. Ну, понятно, да? Тут все понятно. Лиса в данном конкретном случае говорит о том, что вы невероятно очаровательная девушка. Он таких, как вы, очаровательных, магнетичных, завораживающих, невероятных не видел. Не видел, понимаете? А вас увидел. И все сошлось. И он такой: хочу узнать ее лучше по книге, да, хочу ее изучить, хочу узнать все про нее. Я хочу с ней отношений, я хочу с ней стабильных отношений, законных отношений. Вот вы для него свет в окон, вы его солнце. Вот видит вас, все, ему хорошо, ему тепло, ему приятно. Не видит вас, ходит злой, лица на нем нет, нервный. Вот как вы на него влияете. Очаровали, вы его очаровали. Я так понимаю, что вы не хотели этого, вы к этому не стремились, вы не искали себе приключений, вы не ставили себе целью именно конкретно этого мужчину очаровать. Ну, именно так и произошло. Вот так вот, мои хорошие. Я понимаю, что вы, возможно, с собой там где-то недовольны, считаете, что у вас там есть недостатки внешности, либо фигуры, а мужчина так не считает. Он считает вас самой очаровательной. Лисицей он вас видит, да? Плутовка, чаровница. Ах, свела мужика с ума. В хорошем смысле, девочки, хочет вас узнать. Он очень хочет вас узнать. Он очень хочет с вами стабильных, серьезных отношений. Ну, влюбился мужчина в вас. Ну, что ему делать? Вот хоть сиди и плачь, да? Ну, что? Ну, как доказать ему свою любовь? Ну, да, в принципе, тут он и сердце прорисовал, и яблоко нарисовал. Он вам помогать станет. Помогать. И возможно, через эту помощь вы поверите в этого мужчину, поверите в его любовь, искренность и поверите в то, что он не намерен вас обижать, а намерен с вами действительно построить здоровые, длительные, полноценные отношения. Будет полезным, будет нужным, будет рядом, будет не то, чтобы там прям ходить и все, будь моя, а нет, он будет что-то делать, какая-то помощь, участие, поддержка. То есть он вам будет показывать свою компетентность, свою нужность, свою востребованность. Он будет, как, знаете, затычка в те дырки, которые есть в вашей жизни. Он сам это будет делать, его даже просить особо не надо будет. Ну, не то чтобы просить, просто он знает, что у вас есть проблема, он идет и ее начинает решать, даже, возможно, не спросив заранее у вас. То есть этот мужчина, в принципе, мне нравится. Хороший мужчина, птица. У него гордый характер, но не надменный. Такой мужчина не будет самоутверждаться. Вот индюк самоутверждался за ваш счет. Этот никогда не будет. Наоборот, он всегда будет показывать, что он вам покровительствует, что теперь вы его женщина, и теперь вы всецело под его защитой. Понимаете? Вот это он вам будет показывать. Понятно, что такого гордого нельзя обижать, да, не надо в нем сомневаться, либо не надо ставить под сомнение его способности, его слова. Но я думаю, что у вас с этим все в порядке. Вы женщина умная, вы понимаете, как с кем общаться и кто чего достоин. Вот. А так, в принципе, тут он, смотрите, индюк с левой стороны, а этот, значит, с правой вышел. Возможно, сама судьба ведет, чтобы вы наконец-таки счастье испытали, чтобы вы наконец-таки ощутили себя любимой,
ощутили, как это, что мужчина заботится, что мужчина ласкается, что мужчина на себя берет ответственность, а не на вас все перекладывает и винит вас во всех своих грехах. Вот для этого, скорее всего, он идет. Ну, у кого-то, да, время просто пришло становиться счастливой. И вы счастливой точно станете. Девочки, я понимаю, что вы все разные, но тут вот женщину одну показали. Женщина, которая завидует вам страшно. И завидует такой прям черной, тяжелой, липучей завистью. И эта женщина, она, скажем так, будет о вас распускать сплетни. Она будет ходить и во все колокола, да, теребонькать, ну вот, будет пытаться вам насолить. Вы, пожалуйста, этого не бойтесь. Ну да, понятно, что когда два мужчины будут за вами тут убиваться, у этой женщины там все сгорит, выгорит внутри, и она пойдет на такой шаг. Но вы, пожалуйста, этого не бойтесь. Сейчас объясню, почему. Эта женщина, она сделает вам такую рекламу, и она-то думает, она вам навредит и испортит вашу репутацию, а тут все проиграется ровно наоборот. Она вас прославит, она сделает вам самую лучшую рекламу, просто самую лучшую. Вы потом поймете, о чем это все было. Вот, не мешайте, пусть ходит, пусть рассказывает. Вот, а потом результаты соберете, а вы их точно соберете. И еще напоследок, вот видите, вы в паре с кем-то стоите. Видите, в паре и закрытые замки. Ваша личная жизнь, она будет счастливой. Счастливой, еще и под защитой будет. Это ваша личная жизнь. Поэтому с кем бы вы ни остались, кого бы вы ни выбрали, может быть, вы никого из этих мужчин не выберете, да, а кого-то там 3-го, 4-го, 10-го дождетесь, вы будете счастливой. Вам счастье на роду написано. Да, будет так, воистину так и будет. Мои дорогие, берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.